А правительство Таджикистана вновь хочет взять в долг. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наше правительство своими руками копает нам всем могилу. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Правительство Таджикистана обратилось к Нижней палате парламента республики дать согласие на получение государства долга на сумму 1 миллиард самани. Это около 100 миллионов долларов. В соответствующем постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации Минюста, говорится о получении долга у Национального банка Таджикистан по льготной ставке в 2% годовых. В документе не уточняется, на какие нужды правительство планирует потратить привлекаемые средства. Также такая информация отсутствует в проекте постановления Нижней палаты о даче согласия правительству Республики Таджикистан на получение государственного долга, который тоже опубликован на портале правовой информации Минюста. Общий объем государственного долга Таджикистана на 1 июля 2022 года по данным Минфина составил почти 4 миллиарда долларов, что равняется почти 43% ВВП республики. В совокупном объеме госдолга страны 12% составляет внутренний долг и 88% внешний долг. Размер внутреннего долга на 1 июля этого года составил 500 миллионов долларов. Это почти 5% ВВП, а общий объем внешнего долга в 3,2 миллиарда долларов. Это 41,5% ВВП. Таким образом, если Нижняя палата парламента согласится с предложением правительства, объем внутреннего долга страны увеличится на 20%, а госдолга в целом почти на 3%. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, зачем им опять нужны деньги? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В структуре внутреннего долга республики более 40% занимают государственные векселя, которые выпускались для рекапитализации двух банков страны – Агроинвестбанка и Таджиксодиротбанка, которые в настоящее время находятся на стадии ликвидации. Также внутренний долг состоит из облигаций и векселя Минфина на удовлетворение различных государственных нужд. Главным внешним кредитором Таджикистана остается Китай, которому республика задолжала около 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, сравнительно высокие задолженности имеются перед Всемирным банком – 357 миллионов долларов, Азиатским банком развития – 201 миллион долларов, Международным валютным фондом – 190 миллионов долларов, Исламским банком развития – 184 миллиона долларов, а также по евробондам – 500 миллионов долларов. Международные финансовые институты ранее рекомендовали правительству Таджикистана воздержаться от привлечения безльготных кредитов. Совместный анализ устойчивости долга, проведенный специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда в феврале этого года, показывает высокий риск долгового кризиса как по внешнему, так и по государственному долгу в целом. Высокий риск долгового кризиса связывается с такими факторами, как хронический дефицит бюджета страны, интенсивное использование нельготных займов, в том числе привлечение 500 миллионов долларов за счет размещения в 2017 году гособлигаций на международных финансовых рынках по ставке 7,12%. Как вы думаете, наше правительство сможет стабилизировать эту ситуацию или только будет все больше набирать долгов? Что потом с ними делать? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.